Как никогда востребованной стала и специальность оператора беспилотника, причем не только в связке со специальной военной операцией, но и в повседневной жизни. По статистике Министерства труда профессия оператора беспилотных летательных аппаратов входит в топ-50 перспективных профессий будущего. В чем преимущество работы на дронах, узнавала Валерия Наумова. Еще совсем недавно это казалось отрывком из фантастического фильма про будущее с умными машинами. А сейчас это неотъемлемая часть нашей жизни. Авиация, тушение пожаров и спасательные операции – это далеко не полный список, где в 21 веке не обойтись без беспилотников или дронов. Однако всеми этими высокотехнологичными аппаратами управляет человек, а конкретно оператор беспилотных летательных аппаратов. В зону ответственности этого специалиста входят подготовка беспилотного летательного аппарата к полетам, создание полетных заданий, настройка техники, оформление необходимой сопутствующей документации, проведение полетов, а также техническое обслуживание и мелкий ремонт беспилотников. В Якутске на базе колледжа связи и энергетики с конца прошлого года открыты курсы повышения квалификации по направлению оператор беспилотных летательных аппаратов. Курсы оператора беспилотных летательных аппаратов проводятся для взрослого населения, имеющего среднее высшее образование. Курсы длятся от 36 часов до 72 часов. Знания могут им пригодиться в их специализации, то есть так как у нас сейчас взрослое население, люди, которые уже работают, они могут их применить по своей специальности. Центр подготовки операторов информационных систем выпустил уже более 30 специалистов, которые могут управлять дронами. Первыми обучение прошли добровольцы отряда «Ботур», сотрудники МВД и Росгвардии. После прохождения курсов слушателям выдано соответствующее свидетельство. В основном приходят обучаться люди, которые не имели никакого опыта по управлению беспилотным летательным аппаратом. У них есть определенное опасение, что это очень сложно. На самом деле, как они все убеждаются, буквально там через несколько дней, а когда подходит время практических полетов, буквально через нескольких минут приходит у них в себе уверенность, что действительно ничего сложного. Любой профессионал в этой области, несомненно, будет востребован, поскольку беспилотники уже стали неотъемлемой частью нашей жизни. По этой причине не стоит сомневаться в актуальности этой профессии и, как следствие, возможности совершенствовать свои навыки и продвигаться по карьерной лестнице. Ну и сейчас, как эра коптеров уже начинается, видите, как массово. Вот нам показывали на лекциях, курсы вообще, куда это стратегически все идет. Коптеры, вообще какая их полезность будет. Там вообще такие горизонты открывают. Сельское хозяйство, мониторинг, там вообще куча всего. ЖКХ тоже, мониторинг труб, проводов, тепловизоры. Не только летчики и пилоты посвящают свою жизнь полету. Операторы дронов тоже рассекают небо, но только твердо, стоя на земле. Глава республики Айсен Николаев ранее отметил, что Якутия ставит в приоритет развитие IT-технологий и готовит достойных специалистов для многих отраслей. У Якутского колледжа связи и энергетики в планах еще и реализация образовательной программы, которая предусматривается в рамках специальности эксплуатация беспилотных авиационных систем на базе 9 классов со сроком обучения 3 года 10 месяцев. Валерия Наумова, Семен Семенов, Якутск. День за днем.